Открывая очередную сессию парламента, спикер Лаша Ашуба представил вновь избранного депутата Астамура Джопуа. Депутаты единогласно проголосовали за включение его в состав Комитета по обороне и национальной безопасности и Комитета по образованию, науке, религии и делам СМИ. Сегодня хотел бы представить присутствующим депутаты парламента, уже знакомы, нашего нового коллегу, избранного по 26-му округу. Это Джопуа Астамур Даурович. Мы вас поздравляем еще раз с избранием на должность депутата. Депутат Дауд Хутаба представил проект закона о внесении изменений в закон о судопроизводстве по делам административных правонарушениях. Он касается работы миграционной службы, а именно депортации мигрантов, нарушающих закон с территории Абхазии без судебного решения. Депутаты одобрили поправки в окончательном чтении. В случае, если мы сегодня принимаем эти поправки, выдворение, как и было, остается в рамках деятельности суда, да. А то, что касается штрафов, то миграционная служба сама сможет. Я, честно говоря, считаю, что это мы делаем очень правильно. Мне кажется, это будет удобно для нашей миграционной службы. Это будет, как мне кажется, достаточно позитивно и, собственно, и для суда нашего. Дауд Хутаба предложил проголосовать против законопроекта о создании государственной корпорации, отметив, что комитет разделяет его позицию. Это мнение поддержал полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Это одна из разновидностей коммерческих организаций. Вот если вы посмотрите по проекту закона, чтобы коммерческие организации создавались президентом, но мы полагаем, что не в соответствии даже с гражданским законодательством, вообще с конституционным статусом президента, не уровень президента создавать коммерческие организации или вообще вторгаться в коммерческую сферу. И поэтому просил бы, уважаемые депутаты, поддержать решение комитета и не принимать данный законопроект. В закон о выборах в органы местного самоуправления внесли изменения, и срок полномочий депутатов местного уровня увеличили с 4 до 5 лет. Действующих депутатов это изменение не коснется. Закон одобрен депутатами в окончательном чтении. Фактически нынешнему составу органов местного самоуправления также пролонгировали срок полномочий до 5 лет. И считаем, что это целесообразно увеличить срок полномочий до 5 лет, чтобы все выборные органы в стране избирались на такой срок полномочий. В первом чтении принят законопроект о развитии малого и среднего бизнеса. Документ устанавливает критерии отнесения субъектов к малому и среднему предпринимательству. Мы абсолютно понимаем четко, что от активности, от деловой активности малого и среднего предпринимательства сегодня зависит поступление в бюджет. Чего сегодня малое и среднее предпринимательство без их поддержки, без государственной поддержки с точки зрения административной и других всяко разных программ, которых имеет по плечу самого государства, наверное, усилить их активность, наверное, не представляется возможным. В связи с этим и был нами разработан и принят тот самый законопроект о поддержке малого и среднего предпринимательства, где ключевыми моментами является ведь их классификация малого, среднего и так микропредприятий, которые сегодня занимаются практически оплатой и увеличивают поступление в бюджет денег и оказывают ту самую деловую среду в нашем обществе. Эфирное время на государственном телевидении и радио предоставят контрольной палате Абхазии. Соответствующее решение было принято на заседании. Была серия программ, значит, на государственном телевидении, где рассказывалась там, каждая программа, она была посвящена каждому объекту, с чем связана была проверка. Но это очень информативно, интересно, как используются государственные средства, насколько эффективно и так далее. Если граждане будут информированы, я думаю, что здесь будут только плюсы. Специфика нашей работы такова, что контрольно-ревизионные мероприятия, которые мы проводим, они занимают очень много времени и проводятся длительно, 5-6 месяцев, иногда они затягиваются до 8 месяцев. И так быстро материалы контрольно-ревизионных мероприятий, они не могут рождаться, и чтобы мы занимали эфир государственного телевидения на 1 час. Конечно, контрольной палате с определенной периодичностью нужно выступать в эфире, как бы это само собой разумеется. Но прям как обязанность, мне кажется,
во-первых, занимать эфирную сетку, во-вторых, это будет просто неинтересно. В-третьих, это породит большее количество проблем. На мой взгляд, можно организовывать соответствующие встречи в парламенте и обсуждать все материалы проверок здесь, под камерами. Да, это будет, возможно, даже более эффективно, потому что мы можем привлечь и прокуратуру. Депутаты единогласно одобрили проект о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью футбология земельного участка в селе Дранда Гулрыбского района под строительство оздоровительного спортивного комплекса и общежития для спортсменов. Разместить там 5 полей различного формата и направленности. Это будет пляжный футбол одно, и остальные уже футбольные. 2 поля под мини-футбол. Также там будут приезжать, рассчитываем, что будут приезжать спортсмены из России. Да, на сборы. Размещается гостиница. Также мы хотим реализовать концепцию детского и юношеского футбола среди местных жителей. И, соответственно, здесь воспитывать футболистов. Парламент принял постановление о создании парламентской комиссии по расследованию причин возникновения фактов применения в отношении отдельных граждан Абхазии персональных санкций со стороны Российской Федерации. Комиссии поручается провести парламентское расследование в течение 3 месяцев со дня принятия постановления. Также на заседании сессии депутаты рассмотрели 12 вопросов о даче согласия Кабмину на оформление земельных участков. Кундашова, Рамо Камки, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение.